Приоритетными направлениями европейской политики современной Сербии является курс на вступление в Европейский Союз, развитие связей с соседними государствами, политика сотрудничества с Россией при налаживании связей с интеграционными проектами в Евразии. Среди внешних факторов, играющих определяющую роль с точки зрения формирования европейского вектора внешней политики Сербии, важнейшую роль играет общая трансформация мировой политической и экономической системы, которая эволюционирует в сторону полицентричности. Основные характеристики этого процесса – крах попыток создания однополярной мировой структуры, изменение роли США, трудности в реализации европейского интеграционного проекта, консолидация международных позиций России и Китая, а также некоторых других центров силы, развитие интеграции Евразии. На данном этапе Сербия пытается найти свое место в Европе путем достижения стратегического баланса между различными центрами силы. 200 лет назад, когда Сербия освобождалась от турецкого ига, нам совсем не сложно было определить, кто является нашими врагами, а кто союзниками. 200 лет спустя, конечно же, это все не так. Ситуация в Балканах сложилась так, что совсем непонятно, кто на самом деле искренне хочет помочь этой стране дальше развиваться. С 2014 года Сербия получила статус кандидата в членство в Евросоюз. И, соответственно, основной внешнеполитической целью является вступление в Евросоюз. Но фишка в том, что в отличие от всех остальных, у которых был такой статус, у сербов нету полной гармонизации внешнеполитической ориентации с целями Брюсселя. То есть Сербия, например, не портит отношения с Российской Федерацией, чтобы вступить в Евросоюз, а наоборот, отношения улучшаются. У нас есть договоренности о даже стратегическом сотрудничестве с Российской Федерацией, и тем самым Сербия пытается уравновешивать отношения как с Москвой с одной стороны, так и с Брюсселем и Вашингтоном с другой стороны. Пытается сделать такой так называемый стратегический баланс. Используя политику балансирования, Сербия, занимающая центральное место на Балканах и традиционно являющаяся объектом пристального внимания великих держав, пытается найти выход из неблагоприятной ситуации, сложившейся в 90-х годах, когда она была подвергнута агрессии и утратила контроль над частью своей территории. В процессе выбора между формирующимися интеграционными рамками или в решении оставаться вне таковых, а также в поиске новых форм международного сотрудничества, Белград стремится сохранить наиболее важные элементы своей государственности и право на самостоятельный политический путь, оберегая свои национальные ценности. Путь в Евросоюз для Сербии не является безальтернативным, и Белград намерен вырабатывать разнообразные формы интеграционного взаимодействия не только с Европейским Союзом, но и с Россией и с ЕАЭС. Очень интересно, конечно, постоять в вилках, ножах и остального прибора, которым пользовался Карагеоргий, а который получил из России. Понятно, что как в 19-м, так и в 20-м, а, конечно, и в 21 веке Сербия в качестве помощи от Российской Федерации не только вилки и ножи получает, а здесь речь идет уже о очень серьезном сотрудничестве как на политическом, так и на экономическом и на военном плане. Наши отношения с Россией укрепляются и становятся стратегическим. Параллельно с ориентацией на Брюссель, Белград все больше в внешнеполитических делах опирается на Москву. Белград делает все больше упор на многовекторную дипломатию, руководствуясь надеждами на то, что между глобальными мировыми игроками будет налажен диалог, способствующий гармонизации интеграционных проектов на Западе и Востоке Европы, когда процессы интеграции будут не конкурировать, а взаимно дополнять друг друга. В ближайшем периоде своеобразная политическая эквилибристика Сербии, что касается внешнеполитического курса, не изменится.
Это исходит из того, в первую очередь, что отношения между большими силами, в первой очереди между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, остаются до сих пор нестабильными и непредсказуемыми. Как только они станут более предсказуемыми, то и Сербии будет легче окончательно принести решение относительно своего внешнеполитического курса. Членство в Европейском Союзе рассматривается Сербией в качестве главной внешнеполитической цели с самого начала XXI века. Курс на сближение с Евросоюзом и последующую евроинтеграцию остается константой сербской внешней политики, чему способствует быстрое развитие политических, финансовых и торгово-экономических связей Сербии с Евросоюзом. Более половины общего объема торговли Республики Сербия приходится именно на Евросоюз. Сербская политика, вот она такая. Я сейчас нахожусь на Сербской площади, которая называется «Русских кадетов». За мной русская церковь, но все равно уйти от немецкого культурного круга и от немецкого влияния очень сложно. В символическом смысле, поэтому эта площадка действительно очень много рассказывает про исторические моменты сербского народа, и в 19 и в начале 20 века, а, конечно же, и на сегодняшний момент. С другой стороны, и российско-сербское торгово-экономическое сотрудничество носит взаимовыгодный характер. Позитивным фактором двухсторонних политических и торгово-экономических отношений является налаживание торгово-экономических связей Сербии с Евразийским экономическим союзом. Зона свободной торговли для сербских экспортеров обозначает дополнительную возможность, которая им предоставляется, а это экспортировать товар на рынок, на котором находится более чем 180 миллионов потребителей. Конечно же, такая возможность улучшить экономическое сотрудничество должна привести в итоге и к тому, что и уже благоприятное политическое сотрудничество станет еще лучше развиваться. Интерес Сербии к участию в этих процессах обусловлен комплексным и гибким характером интеграционных процессов в Евразии. Немаловажно и то, что в условиях, когда интеграционные процессы в Евразии набирают силу, для внешней политики Республики Сербия открываются новые возможности, связанные с развитием многовекторной внешней политики. Сербия как раз это страна, которая Смотрите, сейчас не определилась. Не определилась. Не Мне так кажется, что определилась. Сербия как раз внутри-то она себе определилась. И вот это вот, значит, Нет, знаете, транспарант, он такой, он очень характерный для сербов. Разве знаете, нет? в чем же дело? Дело в том, что Вучич очень непредсказуемый политик. Официально Сербия стремится вступить в Евросоюз. Но разве страна, у которой такой высочайший уровень сотрудничества с Россией в политическом плане, экономическом, военном плане, может фигурировать? Смотрите, сейчас объясните мне еще раз. Значит, вы видите, и вы твердо знаете, что всякие фонды, в том числе там фонд, как там, не фонд, а программа по снижению влияния России на Балканах, они, так сказать, наполняются деньгами, они работают у вас в стране, и вам это виднее. Хорошо, вы понимаете, что это так. Значит, смысл их работы, сюжет какой, чего они хотят конкретно, или кого они хотят конкретно. Значит, если упрощать максимально, значит, либо свернуть, как вы говорите, с уровня высочайшего сотрудничества Сербии и России. То есть, потому что, ребят, слишком они дружат. Что за бред? В центре Европы, в сердце Европы, можно сказать, такие отношения. Вот Или еще что-то. Речь об этом? Речь идет о том, что Запад должен остраховываться. То есть Сербия последняя в этом сложном пазле безопасности Европы. Без Сербии нету Европе абсолютно контролируемую. Остается окно для влияния других игроков. А Сербия, конечно же, очень заинтересована. Вопрос о взаимодействии с ЕС для современной Сербии стоит остро. В том числе и потому, что все соседние Сербии страны уже стали членами или же реализуют подготовительные программы по вступлению в ЕС. Таким образом, главные положения политики Белграда по вопросу о евроинтеграции были сформулированы с учетом реалий политической обстановки в регионе. Политика углубления стратегического партнерства с Москвой тоже является приоритетом внешней политики Белграда. Европейский вектор внешней политики Сербии продолжает находиться на ровной отдаленности между Москвой и Брюсселем.
Ведь Сербия продолжает придавать особое значение отношениям с Россией, значительно укрепившей в последнее время свое влияние и активно продвигающей взаимовыгодные интеграционные процессы в Евразии.